Спадар Змітрый, вось вы згадалі пра тое, што Лукашенко паводзіцца вельмі палахліва, трусліва. Мы бачым, як ён баіцца свайго народу, бо рэпрэсіі масавыя працягваюцца, кожны дзень ёсць інфармацыя з Беларусі. Мы бачым, як ён проста кланяецца перад Пуцінам, баіцца Масквы, а цяпер бачым, як і нават баіцца і Украіны, баіцца Кіева. Атрымоўваецца, з трох бакоў яго ўжо заганяюць. Трусливые люди, они всегда, знаете, на понтах, когда дело касается слабых. А когда дело касается сильных, они тут же становятся на задние лапы. Это особенность Лукашенко. Он всю свою жизнь на посту президента Беларуси, а это уже 32 года, виляет вот так хвостом, как собака, ищет, где бы к кому прислониться, притулиться. Главное — сохранить власть. Поэтому он играет всю жизнь и с Путиным, и с Западом, и с Востоком, и с Украиной. Это его обычное состояние, он и будет так играть. Это абсолютно лживый, неискренний человек, у которого правда только одна. Его личная безопасность, его личная собственность. И все, это все, что его заботит. Фразы, где он рассказывает о том, как он старается для белорусского народа, забудьте, это мерзавец патентованный и лжец первостатейный. Весь мир обошли кадры из нашего интервью 2020 года, еще до этих беспорядков в Беларуси, которые были связаны с фальсификацией выборов, которые он сделал. Когда Лукашенко, на мой уточняющий вопрос, вот я сказал, что Турчинов сказал мне, что Лукашенко пообещал ему, что с территории Беларуси российские войска не войдут в Украину. И Лукашенко дословно сказал: никогда, я Дмитрий Пограничник, и повторил: никогда. Вот этот сраный пограничник запустил российские войска на территорию Украины в феврале 22 года, потому что он, как и многие в мире, как почти все в мире, в том числе и на Западе, был уверен, что 3 дня или 5 дней или месяц, и Украины не будет. Поэтому веры к нему никакой, он понимает только язык силы, и мы с ним будем разговаривать отныне и всегда только языком силы. Дмітрый, ну вот вы кажаце, што нібыта Лукашенко зразумеў так гэтую мову сілы і дроны не лятаюць, але парадаксальна Кіеў працягвае павышаць ставкі у камунікацыі з Менскам, і офіс прэзідэнта Зеленскага накіраваў зварот у генпракуратуру, каб тая ўзбудзіла справу крымінальную супраць Лукашэнкі. Гэта таксама ціск, як бы там ні было. І вось на чым тут цяпер тады палягае гульня, чаго цяпер Кіеў канкрэтна дамагаецца ад Лукашэнкі? Вось гэтыя НПЗ, каб не дапамагалі Расіі, пра якія вы кажаце, ці у чым можа быць гаворка? Пра што? И в этом тоже. И вообще у него надо навсегда отбить охоту от любой помощи России, которая уже 4,5 года осуществляет беспрецедентную по своей жестокости, наглости и вообще, ну, даже слова у меня нет, агрессию против Украины. Лукашенко должен жить в постоянном страхе, и мы это ему обеспечим.